В Бишкеке продолжается судебный процесс. Фигуранты громкого расследования радио «Азатык» о коррупции на кыргызстанской таможне. Клан Матраимовых против журналистов. Наш репортаж из зала суда. Удивительно, но на судебное разбирательство вокруг 3 крупных изданий многие представители СМИ попасть не могут. Фото и видеосъемка запрещена. Более 70 человек в Таджикистане обвинены в причастности к запрещенному в стране движению «Братья-мусульмане». Среди них видные ученые, богословы и преподаватели вузов. 16-летняя девушка несколько месяцев пробыла в сексуальном рабстве в самом центре столицы Кыргызстана. Напротив отделения милиции. Силовики ее освободили, однако бордель все еще действует. К сожалению, по факту изнасилования ведется досудебная проверка, но до сегодняшнего дня, уже на протяжении 2 месяцев, еще никого не задержали. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Семья бывшего замглавы кыргызстанской таможни взяла тайм-аут, чтобы обсудить возможности примирения со СМИ. Ранее Раим Матраимов и его близкие подали в суд на кыргызскую службу радио «Свобода Азатык» журналиста Али Тактакунова, издания «Клоп» и 24 KG иск о защите чести и достоинства. Поводом послужило то, что бывший таможник и его родственники стали фигурантами громких журналистских расследований о коррупции на таможне. Моральные страдания от публикации они оценили в $900 тысяч. Дарья Тимофеева побывала на судебном заседании. Удивительно, но на судебное разбирательство вокруг 3 крупных изданий многие представители СМИ попасть не могут. Фото и видеосъемка запрещена. Отклонил суд и прошение предоставить более просторное помещение. Сейчас выделенный кабинет поместиться могут максимум половина желающих присутствовать на процессе. Впрочем, сегодня ждать в коридоре коллегам долго не пришлось. Представители истцов буквально сразу после начала процесса попросили перерыв, чтобы посоветоваться со своими клиентами. Адвокаты Матраимовых напомнили, что предлагали рассмотреть мировое соглашение. Представители издания 24 KG готовы обсудить их варианты. Новостной сайт просто перепечатал часть журналистских расследований, возмутивших семью экс-таможенника. Клоп и Азатык являются авторами материалов. Представители этих СМИ заявили, что публикация опровержений невозможна. Юристы Матраимовых попросили перерыв в несколько дней, чтобы согласовать другие возможности. Сегодня многих удивило появление в зале суда нового представителя истцов, юриста Канатбека Азиза. Совсем недавно Генпрокуратура требовала от него и его коллеги в суде 10 миллионов сомов по аналогичному иску о защите чести и достоинства бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Тогда Канатбек Азиз оказывал юридическую поддержку экс-депутату, лидеру партии Атамекен Умурбеку Текебаеву. Судебные процессы, связанные, допустим, со средствами массовой информации и так далее, репутационно оно не приносит пользы ни одной стороне, ни другой совершенно. Но опять-таки заявляю о том, что для наших представителей не главное ориентироваться только для того, чтобы обанкротить, либо, допустим, получить какие-то непомерные суммы для того, чтобы добиться какой-то правды. И это не является тем средством для того, чтобы добиться той правды и справедливости. Между тем, никто из защитников Матраимовых до сих пор не может объяснить, как формировалась сумма иска и рассказать подробнее о заявленных моральных страданиях. Судебное разбирательство не раз называли попыткой давления на свободу слова в Кыргызстане. С подобными высказываниями согласны адвокаты ответчиков. Если внимательно почитать исковое заявление, те обоснования, которые написали, они весьма абстрактны. Там, например, указано все в единственном числе, да, что причинен мне там моральный вред, да, там я пострадал и так далее. То есть истцов, как мы видим, 5, да, соответственно, о каком конкретно идет речь. Или там есть такие словосочетания, как отрицательное отражение в сознании общества, да, то есть что это значит, да, какие критерии у этого отражения и что значит сознание общества. Поэтому обоснование соразмерности вот этой суммы, мне кажется, оно очень даже неубедительное, да? На предварительных слушаниях представители Матраимовых требовали исключить из текстов расследований 15 отрезков, где упоминаются члены этой семьи. Также они просили раскрыть имена всех журналистов, которые участвовали в подготовке материалов о коррупции на кыргызской таможне. Суд тогда отказал. Следующий процесс состоится ровно через неделю. В среду представители семьи Матраимовых озвучат условия, на которых они готовы пойти на мировое соглашение со СМИ.
Новые данные о числе задержанных по обвинению в причастности к запрещенной в Таджикистане группировке «Братья-мусульмане». Их более 70, а не 27, как сообщалось ранее. Власти страны и правоохранительные органы до сих пор не подтвердили эту информацию, но сразу несколько источников таджикского бюро «Радио Свобода Озоди» сообщили о фактах массовых задержаний и их причинах. Я напомню, в начале января мы рассказывали о задержании в Таджикистане граждан, которых подозревают в причастности к группировке «Братья-мусульмане». Среди них были доктора наук, преподаватели вузов страны, богословы и даже госчиновники. Другие подробности мы узнаем у нашего корреспондента в Душанбе Анушервона Арипова. Он на связи с нашей студией по скайпу. Анушервон, привет. Были ли предъявлены задержанным какие-нибудь обвинения? По данным сразу нескольких источников радио ЗУДИ, правоохранительными органами страны задержаны более 70 человек. Против них возбуждены уголовные дела по статье 307, часть 3 Уголовного кодекса Таджикистана. Это организация деятельности экстремистской организации, которая предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Под эту статью попадают члены запрещенных в стране организаций. В данном случае, возможно, речь идет о братьях-мусульманах. Также, по данным источников радио ЗУДИ, на допросы регулярно вызывают десятки человек. То есть можно говорить о том, что следствие продолжается. Анушервон, а что известно про самих задержанных? Правда, что многие из них из научной интеллигенции? Источники «Радио Свобода» сообщают, что среди задержанных богословы, ученые и преподаватели вузов страны. Например, среди них сразу 5 преподавателей арабского языка Института языков Таджикистана. Тот же Дин Якубов, заведующий кафедрой языков Таджикского государственного университета и другие. Среди задержанных есть и представители других профессий. Таджикский предприниматель Абдухолик Хасанов также был обвинен в причастности к группировке «Братья-мусульмане». Об этом радио ЗУДИ заявил сын предпринимателя Йосин Хасанов. По его словам, уже 20 дней, как его отцу было предъявлено обвинение, а членам семьи и адвокатам не удается добиться встречи с Абдухоликом Хасановым. Анушервон, а что говорят по поводу задержания власти и почему большинство родных задержанных молчат? До сих пор власти страны и правоохранительные органы не делали никаких заявлений. В МВД не отрицают факта массовых арестов, но и не подтверждают этого. Возможно, что-то удастся узнать в феврале на пресс-конференции МВД по итогам прошлого года. А близкие задержанных, видимо, просто боятся говорить с представителями средств массовой информации. Большое тебе спасибо, Анушервон. Продолжаю следить за развитием ситуации. Напомню, на связи с нами из Душанбе по скайпу был наш корреспондент Анушервон Арипов. Расследование крушения украинского Боинга вблизи Тегерана затягивается. Иранские власти до сих пор не отправили бортовые самописцы ни одной из пострадавших сторон. Министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп Шампань потребовал от Ирана передать Украине или Франции бортовые самописцы сбитого ПВО украинского самолета. Он сообщил, что высказал свои требования министру иностранных дел Ирана Мухаммаду Джавад Зарифу. Он также добавил, что об Иране будут судить не по словам, а по делам. Сегодня утром я написал своему иранскому коллеге и еще раз подчеркнул желание Канады, желание координационной группы и, я думаю, всего международного сообщества, чтобы черный ящик был отправлен туда, куда его следует направлять, будь то Украина, или я знаю, что и Франция предложила свой опыт в подобной экспертизе. Мы должны быть уверены, что у нас есть надлежащие технические знания. Когда черный ящик будет открыт, все должно быть сделано в очень прозрачной и открытой манере. Тем временем иранцы начали изучение информации в черных ящиках Боинга самостоятельно. Об этом сообщил представитель организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар. Таким образом, иранский чиновник опроверг сообщение, появившееся еще 18 января, о том, что официальный Тегеран готов передать черные ящики в Киев. Он также подчеркнул, что иранские специалисты работают над извлечением данных и передачей данным Украине, Франции или какой-либо другой стране, возможно, только в том случае, если попытки авиационщиков в Тегеране не увенчаются успехом. Еще раньше Хасан Резайфар открыто утверждал, что у иранской стороны подобных специалистов нет. Тем временем в Киеве настаивают на том, чтобы бортовые самописцы были переданы именно Украине. На связи с нашей студией корреспондент настоящего времени в столице Украины Владимир Унец. Володя, привет. Расскажи, пожалуйста, нам о реакции властей Украины на нежелание Тегерана сотрудничать с мировым сообществом в этом вопросе.
Шавкат, приветствую. Но еще как только все это случилось, 8 января, как только Боинг был сбит, реакция украинских властей была довольно сдержанной и даже, можно сказать, аккуратной. Никаких громких политических заявлений ни от главы правительства, ни от главы государства, ни президента Владимира Зеленского не прозвучало. Тем не менее, все это время украинская сторона настаивает на том, что бортовые самописцы должны быть переданы в Киев, либо международным партнерам, где украинские специалисты смогут присоединиться к расшифровке. Этого требует от Ирана, по словам украинских чиновников, и международное законодательство, и здравый смысл. В частности, секретарь СНБО Алексей Данила заявил, что он опасается, что данные могут быть искажены и что это все затягивается, этот процесс, и иранская сторона все никак не может определиться, что же она будет делать с черными ящиками. Вчера во время прощания с погибшими в этой катастрофе и представитель офиса президента также нам сказала, что три варианта развития событий рассматриваются. Это что ящики будут переданы во Францию, где украинские специалисты могут присоединиться к международной расследовательской группе и также изучать эти данные. Либо они будут переданы сюда, в Киев, где этим займутся также украинские специалисты, либо Тегеран, возможно, захочет рассматривать, исследовать информацию с черных ящиков у себя дома, но к такому варианту такой вариант в Киеве не приемлют. І, на превеликий жаль, одна і та сама персона заявляла спочатку, що вони передають, потім та сама персона заявляла, що вони не передають. Це створювало певне непорозуміння і тут в Україні. Нас починали запитувати, так передають вам чи не передають. Ну, ми намагаємося пояснити, що згідно домовленості, згідно Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, країна, в якій відбулася катастрофа, це її безпосередньо не просто право, це їх обов'язок розпочати розслідування. У разі, якщо цих можливостей технічних немає, ця країна зобов'язана запросити собі на допомогу інші країни. Ми, як країна, яка постраждала найбільше в цій аварії, ми вимагаємо передати. В кінці кінців вони на скриньки належать нам, тому що вони належать нашій компанії. Володя, вчера в Киеве, как ты уже упоминал, прошла церемония прощания с погибшим экипажем и пассажирами украинского Боинга. Ты там присутствовал. Расскажи нашим зрителям, как это было. Все это происходило несколько часов в международном аэропорту Борисполь. Сначала тела привезли бортом Министерства обороны, на котором присутствовал посол Украины в Иране, представители МИДа. Также этот борт помимо тел привез и украинских экспертов, которые занимались идентификацией тел на территории Ирана. Этот самолет приземлился на взлетном поле в терминале Д, после чего тела перегрузили в траурный кортеж, который проехал таким большим кольцом вокруг аэропорта Борисполь, и уже окончательной его точкой стал терминал Б, это неработающий терминал. На взлетном поле специально выстроили самолеты авиакомпании МАУ, там же выстроилось около 2000 сотрудников этой авиакомпании, которые встречали экипаж и 2 украинских пассажиров из последнего рейса из Тегерана. То есть они воспринимали это как не как прощание, а как приветствие, последнее приветствие золотого экипажа. После того, как они смогли попрощаться на взлетном поле, тела уже занесли в терминал Б, где там могли попрощаться не только родственники, но и сотрудники авиакомпании, но и все желающие, которые могли приехать из любой точки Украины и просто попрощаться с погибшими в этой авиакатастрофе. Изначально родственники настаивали на том... Володь, большое тебе спасибо за интервью. Всего доброго, до свидания. Смотрите далее в нашей программе. 16-летняя девушка несколько месяцев пробыла в сексуальном рабстве в самом центре столицы Кыргызстана, напротив отделения милиции. Силовики ее освободили, однако бордель все еще действует. К сожалению, по факту изнасилования ведется досудебная проверка, но до сегодняшнего дня, уже на протяжении 2 месяцев, еще никого не задержали. В городах Казахстана прошли митинги автовладельцев. Они потребовали бесплатно зарегистрировать авто, завезенные из Армении и Кыргызстана. В противном случае намерены и дальше выходить на акции протеста. Напомню, ранее МВД Казахстана потребовало от владельцев автомобилей, которые были завезены в страну более года назад, зарегистрировать их на родине. Если это не будет сделано, то владелец будет обязан вывести машину из страны, рассказывает Шалпан Разбекова.
Народ до сих пор везет оттуда машины. Почему вы не приостановили хотя бы временно? Мы не против растаможить, но вы сумму видели? Автовладельцы Казахстана требуют диалога с властью. Они возмущены недавними требованиями Министерства внутренних дел. Последние заявили, что ввезенные из Армении и Кыргызстана автомашины необходимо зарегистрировать на родине, то есть оплатить все пошлины, налоги и утилизационные сборы. Но оплата всех этих услуг может стоить в разы дороже самой машины. Это и заставило жителей нескольких городов выходить на митинг. Они начались 16 января. Мы не от хорошей жизни привезли армянские машины или отделать нечего. Мы привезли их на последние деньги, чтобы за рулем работать днем и ночью и кормить своих детей. Это не мы подняли этот вопрос. Кто будет оформлять машину за 4 миллиона, которая стоит всего миллион? Мы требуем регистрации наших машин бесплатно. Сразу после заявления властей по поводу регистрации иномарок в Нур-Султане создали оргкомитет водителей под названием «Запрет не пройдет». Члены оргкомитета предлагают свой выход из сложившейся ситуации. Говорят, готовы платить и штрафы, и налоги, но против таможенных сборов. На наш взгляд, компромиссное решение может быть одно. Это разработка и внедрение механизма постановки на временный учет с правом продления до полного износа автотранспортного средства. Мы готовы платить налоги, мы готовы проходить регулярно техосмотр, мы готовы и мы стремимся к полноправным участникам дорожного движения на территории Республики Казахстан. Курамшин считает, что о дополнительных платежах чиновникам надо было думать раньше, когда машины из Армении и Кыргызстана только начали ввозить. Сейчас же, по его мнению, это выглядит как продуманная схема. А это прежде всего, я думаю, вина самих чиновников, кто решил выждать, создать схему мышеловки, собрать такое огромное количество и в определенный момент сказать: ребята, а вы нам платите еще вторую стоимость. Ведь фактически платить утилизационный сбор – это платить второй раз за приобретенную уже машину. Однако сами полицейские призывают не драматизировать ситуацию. Проблемы возникли только у тех, чьи авто старше 10 лет и с правым рулем. Вот от них полицейские предлагают избавляться. Даже готовы предоставить для этого дополнительное время. Проводить какие-то специальные рейды, мероприятия, чтобы их там задерживать, водворять на штрафстоянку, мы не собираемся в настоящее время. Мы даем возможность привести все транспортные средства в соответствие. У кого не подпадает под класса Евро-5, у кого транспортные средства с праворульными автомашинами, мы им даем возможность избавиться от данной автомашины. То есть вывести обратно, продать там. К слову, эти правила не распространяются на машины из России. Дело в том, что с 2014 года в Армении и Кыргызстане были льготные условия для таможенных платежей. Они были намного ниже, чем у остальных членов ЕАЭС – России, Беларуси и Казахстана. И теперь, чтобы использовать свой транспорт беспрепятственно в Казахстане, автовладельцы должны доплатить то, что не было уплачено благодаря льготному периоду. Однако митингующие с этим не согласны. Все свои требования недовольны автовладельцы в письменном виде направили властям и предупредили, если не будет компромисса, они снова выйдут на акции протеста. Шолпан Уразбекова, Ганизат Оспанов. В настоящее время Азия, Казахстан. Блогер из Узбекистана Нафасат Алашикурова, которая в прошлом году 3 месяца по решению суда провела в Хорезмском психоневрологическом диспансере, заявила, что уехала из страны. Алашикурова обратилась к согражданам и попросила не расценивать ее поступок как трусость или побег. Блогер объяснила, что даже после выписки из психиатрической больницы власти предприняли несколько попыток поставить ее на учет в Ташкентской городской психиатрической больнице, что могло закончиться новой принудительной госпитализацией в любой момент. Уважаемые соотечественники, я вынуждена покинуть свою страну, но я бы не хотела, чтобы вы расценивали это как трусость или побег. Дорогие друзья, я пришла к выводу, что в Узбекистане блогеры не могут свободно работать, и поэтому я вынуждена уехать. Хочу поблагодарить посольство США в Узбекистане, правозащитную организацию «Эсгулик», а также Абдурахмана Ташанова и адвоката Умида Давлетова, который помог мне с моим отъездом. Алашикурова еще осенью прошлого года поместили на принудительное лечение в психдиспансер. Это произошло после того, как Алашикурова присоединилась к пешему маршу журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников из Хорезма в Ташкент. Всех участников пешего хода задержали и приговорили к административным арестам. Алашикурова также арестовали на 10 суток, а после заявили, что у нее якобы начались некие психологические изменения. В решении суда также было сказано, что Алашикурова представляет угрозу для себя или окружающих. Ее освободили из диспансера лишь в конце декабря прошлого года.
Несовершеннолетнюю девочку 2 недели удерживали в притоне. Все это время ее заставляли обслуживать клиентов. За неповиновение ее били и насиловали. Сейчас девочка уже в безопасности. Однако юристы, которые ведут дело, боятся, что МВД хочет замять эту историю. Джибек Бигалиева с подробностями. Это знаменитый Ошский базар в Бишкеке. Каждый день тысячи людей, которые пришли на рынок, проходят мимо вот этого дома с высокими заборами. И никто из них, скорее всего, не знает, какие ужасные вещи происходили внутри. 16-летнюю Нураим 2 недели силой удерживали в том самом доме. В притоне прямо в центре города помимо девочки работали еще 11 женщин. Как минимум одна из них, по рассказам Нураим, тоже жила там против своей воли. Нураим была самой младшей из всех. За всю свою жизнь до похищения она ни разу даже не была на свидании. Мы почти не спали, и ночью и днем нас будили. В день заходило до 20 мужчин. Туалет был дома. Кормили 1 раз в день. Больше еды не давали. 4 или 5 раз Нураим попыталась попросить помощи у клиентов борделя. Но когда они начинали расспрашивать у хозяев про несовершеннолетнюю девочку, мужчин выпроваживали, а Нураим избивали. Иногда ее насиловал и избивал сам муж хозяйки притона, которую, по словам Нураим, звали Каным. Я плакала и просила у нескольких парней помочь мне. Когда они спрашивали у хозяйки, где вы взяли эту девочку, откуда она, они говорили им, что это не их дела, а потом избивали меня. Почему ты им все рассказала? Они били по голове и другим частям тела. У Нураим небольшое ментальное расстройство. Она жила с мамой и маленькой сестренкой в небольшой деревне возле города Каракол Иссыкульской области. Еще в детстве у девочки обнаружили избыточное количество жидкости в голове. Из-за 2-й степени инвалидности она с трудом окончила 9 классов и начала помогать маме. Вместе они нанимались к местным фермерам. Летом окучивали и собирали картошку, а зимой сортировали ее за небольшую плату. Я познакомилась совсем на картошке. Она попросила мой телефон, а потом позвала меня на день рождения. В Караколе она разговаривала по телефону и сказала, чтобы я подождала ее там. В это время приехала черная машина. Меня скрутили и привезли в Бишкек. Там мне связали руки и изнасиловали. Потом меня избили. Каным с мужем сказали мне, чтобы я всем говорила, что мне 18 лет, что я из Бишкека, а не из Иссыкуля, и что я должна отработать свой долг в 15 000 сомов. Но я сказала, что не буду такое говорить. Тогда меня избили. Освободить Нураим помог клиент, который дал ей свой телефон, и девочка позвонила маме. Вызволять ее приехала тетя из Бишкека. К моменту, когда в притон прибыла милиция, в доме уже никого не было. Юристы, которые взялись за это дело, говорят, что их заявление по факту незаконного похищения, удерживания человека и кражи телефона в МВД просто игнорируется. Следствие идет только по факту изнасилования. Пока никаких следственных действий не ведется досудебных. Одно было подано прямо где-то в числах 25 декабря, и мы пока еще нас не вызывали как представители потерпевшие. К сожалению, по факту изнасилования, по заявлению, которое зарегистрировано в ЕРПП, дело возбуждено, соответственно, и ведется досудебная проверка, но до сегодняшнего дня, уже на протяжении 2 месяцев, еще никого не задержали. Бордель, в котором удерживали несовершеннолетнюю девочку, работает до сих пор. Только 2-ю дверь из железных прутьев после нашествия милиции держат открытой, хотя на окнах решетки все еще висят. Нам даже удалось попасть во двор, пока кто-то из девушек выходил за сигаретами. В разговоре они честно признались, что занимаются проституцией, но тех людей, которых упоминала Нураим, по их словам, здесь уже нет. В милиции говорят, что следователи работают. Дело ведется по статье о вовлечении в занятие проституцией. Ранее с заявлением обратилась родственница вот этой девушки, 2003 года рождения она, с просьбой принять меры в отношении некой женщины по имени М, что ли, указали там она, которая насильно заставляла ее работать. В притоне, она в заявлении так и указала прям. Все, по данному факту ведется досудебное производство. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района. В настоящее время были назначены все необходимые судебно-медицинские, биологические, психолого-психиатрические все экспертизы. Еще в декабре следователи устроили очную ставку Нураим с хозяйкой притона. Девочка ее опознала, но женщина все еще находится на свободе. Родственники подростка боятся, что она может уйти от наказания. Ведь все это время бордель работал прямо напротив милиции. Отделение находится буквально через дорогу от притона. Джибек Бигалиева, Самат Алшибаев. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. Война между тамильскими террористами
и вооруженными силами Шри-Ланки длилась целых 30 лет. Это была борьба всей нашей нации. Как вы думаете, сколько невинных людей мы с вами тогда убили? Думаю, где-то 20 тысяч. Они обкладывали их шинами, а потом просто сжигали их заживо. Мы были так жестоки и безрассудны. Различные группировки воевали между собой. И кто за это в ответе сегодня? Мне в администрации нашей ответили, что такие списки мы дать вам не имеем права. Ну, может, они права, они мне не обязаны такие списки. Это будет семьи детей с ограниченными возможностями, семьи малообеспеченные. И потом я просто в социальной сети обратился к жителям Сеченского района. Это уже